В селении Балахани Унцукульского района состоялся республиканский маджлис алимов. Особенностью мероприятия стало то, что прямые потомки шейха Мухаммада Яракского поблагодарили балаханинцев за приют, который они оказали ученому в годы тяготы и преследования царскими войсками. Подробности в материале Гамзата Нурмагомедова. В мероприятии приняли участие алимы со всего Дагестана. В назидательных выступлениях богословы затронули злободневные темы. Муфти республики шейх Ахмад Абдуллаев в своей речи подчеркнул храбрость балаханинцев, которые во время Кавказской войны ценой собственной жизни приютили у себя шейха Мухаммада Яраги, укрывавшегося от солдат царской армии. Я балаханинцев люблю особенно. Если хотите удостовериться в этом, вы можете прогнать меня после моего выступления из села, закидывая камнями. Даже после этого я буду любить вас за то уважение, которое вы оказали Мухаммаду Яраги и другим имамам. Жители Южного Дагестана, узнавшие о проводимом маджлисе, не смогли остаться в стороне. И делегации из 5 районов родины Мухаммада Яракского приняли участие в мероприятии, чтобы выразить признательность за благородный поступок потомкам героев из Балахани. Показав пример, те наши предки показали пример, что для нас расстояние нации, это вообще не существует, потому что мы дагестанцы, народ единый, мы любим, мы братья ради Аллаха. Сегодня им не стыдно за себя. Сегодня они гордятся то, что их деды вот так почетно его встретили, уважаемого человека. И вот сегодня они, и вот этот мост дружбы, который был в то время, они восстановили. Шейх Мухаммад Яракский родился в 1777 году. Благодаря его сильной тяге к знаниям и учебе с детских лет он стал исламским ученым. На протяжении всей жизни ему пришлось испытать горести преследования. Он переселился в такие села, как Урах, Черкей, Гимры, Балахани и другие. Мы все, конечно, понимаем, как рисковало это селение, вот укрывая в своем селении этого великого шейха, и вместе с этим, что они их могли просто, это селение могли сжечь, уничтожить все население. Тем не менее, они берегли это. Когда вот эти моменты поймут, народы поймут, что насколько они близки друг к другу. Мухаммад Яраги был примером совершенства служения и поклонения Всевышнему. Он покинул этот мир в 1848 году. Похоронен в селе Саграт Гунибского района. Изо дня в день увеличивается число тех, кто посещает его зиярат. Благодатный маджлис завершился коллективным чтением мавлида и молитвы дуа. Гамзат Нурмагомедов, Мухаммад Расул Абакаров, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Балахани.